Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сказочные эльфы. А раз мы сказочные эльфы, то мы рассказываем Волшебные сказки! И вот сегодня мы вам расскажем сказку братьев Гримм, которая называется «Маленькие человечки». Ну что же, устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Жил-был сапожник, и так обеднел, что остался у него напоследок всего только кусок кожи на пару башмаков. Вот выкроил он их вечером, собираясь на другое утро сшить. Совесть у него была чиста, он лег спокойно в постель и уснул. Утром хотел он было за работу приняться. Глядь, стоят у него на столе башмаки, совсем готовые. Удивился он и не знал, что ему и сказать на это. Взял он башмаки в руки, чтоб получше их разглядеть. Видит, сработаны они чисто, нет нигде ни единого шва неправильного, словно вышли они из-под руки мастера. А тут вскоре и покупатель явился. Башмаки ему очень понравились, и он заплатил за них больше, чем обычно. И сапожник мог на эти деньги купить кожи на целых 2 пары башмаков. Вечером скроил он их, собираясь на другое утро со свежими силами приняться за работу, но делать этого ему не пришлось. Встал он утром, а они стоят уже сшитые, и покупателей нашлось достаточно, и заплатили они ему так много денег, что он смог теперь купить кожи на целых 4 пары башмаков. А ранним утром нашел он все 4 пары уже сшитыми. Так продолжалось все дальше. Что не выкроет он вечером, а к утру оно уже и готово. Так что в скором времени имел он свой честный заработок и, наконец, стал человеком зажиточным. И вот как-то вечером, незадолго до Рождества, выкроил он опять башмаки и, прежде чем ложиться спать, говорит жене: «А что, если нам эту ночь остаться здесь да посмотреть, кто это нам такую помощь оказывает?» Жена с ним согласилась, и они зажгли свечку, а сами спрятались в углу, там, где висели платья, и стали присматриваться. Вот наступила полночь, и явились 2 маленьких красивых голых человечка. Сели они за сапожный столик, взяли заготовки и начали своими пальчиками так ловко да быстро работать шилом, шить да постукивать, что сапожник и глаз не мог отвести от удивления. И не бросили человечки своей работы до тех пор, пока все не было закончено, и башмаки стояли готовые на столе. Затем они спрыгнули и быстро исчезли. Вот и говорит жена на другое утро: эти маленькие человечки принесли нам богатство, надо будет отблагодарить их за это. Они все суетятся и бегают, а сами-то раздетые, разутые. Пожалуй, им холодно. Знаешь что? Сошью-ка я им рубашечки, кафтаны, жилеты и штанишки, да свяжу им по паре чулочек. А муж ей говорит: «Что ж, я с тобой вполне согласен». Когда все было сшито и приготовлено, разложили они на столе вместо заготовок подарки и спрятались снова, чтобы поглядеть, что станут делать человечки с теми подарками. Ровно в полночь прискакали они и хотели было приняться тотчас за работу, но, увидев, что заготовок нету, а лежат вместо них красивые платья, они сначала удивились, а потом очень обрадовались. Ловко и быстро оделись, оправили на себе красивые одежды и запели: Хороши у нас наряды, значит, не о чем тужить. Мы нарядом нашим рады и сапог не будем шить. И начали прыгать, плясать и скакать через стулья и скамьи. Наконец, танцуя, подошли они к дверям и исчезли. С той поры они больше уже не являлись. Но счастье и удача с тех пор не покидали сапожника всю его долгую жизнь. Вот такая замечательная сказка.
Пускай вам сегодня приснятся самые удивительные и сказочные сны, ребятки. Спокойной ночи!